Сухой элемент состоит из цинкового сосуда, в который вставлен угольный стержень. Стержень находится в полотняном мешочке, наполненном смесью перекиси марганца с углем. В сухом гальваническом элементе вместо жидкости используют густой клейстер из муки и раствора нашатыря. Весь цинковый сосуд помещен в коробку из пластмассы и залит сверху слоем смолы. Зажим на угольном стержне является положительным полюсом элемента, а цинковый сосуд – отрицательным полюсом. Батарея карманного фонаря состоит из нескольких гальванических элементов, соединенных друг с другом. Отличительной особенностью всех гальванических элементов является то, что при их работе расходуются электроды и раствор. Поэтому через некоторое время они приходят в негодность, и их необходимо заменять новыми. С этой особенностью электрических батареек вы наверняка сталкивались в своей практике. Поместим между полюсами магнита металлическую рамку, соединенную с источником тока. Рамка покоится, пока цепь не замкнута. При замыкании цепи рамка повернется. В основе работы гальванометра лежит взаимодействие катушки с током и магнита. Стрелка прибора связана с подвижной катушкой. Аккумуляторы – другой тип источника тока. Одним из достоинств аккумулятора является то, что в них электроды не расходуются. Простейший аккумулятор состоит из двух цинковых пластин, помещенных в раствор серной кислоты. Для того, чтобы аккумулятор стал источником тока, его надо сначала зарядить. Для зарядки аккумулятора через него пропускают ток от какого-нибудь другого источника тока. После того, как аккумулятор зарядится, его можно использовать как самостоятельный источник тока. В процессе зарядки электрический ток в аккумуляторе совершает работу, в результате которой электрическая энергия превращается в химическую энергию аккумулятора. При зарядке аккумулятора эта энергия превращается обратно в электрическую. Элемент вольта состоит из двух пластин, медной и цинковой, которые опускают в водный раствор серной кислоты. В результате взаимодействия металлов с кислотой медная пластина становится положительно заряженной, а цинковая – отрицательно заряженной. Простейшая электрическая цепь состоит из источника тока, ключа, который может замыкать или размыкать цепь, лампочки и проводов. Лампочка загорается только тогда, когда ключ замкнут. Условные обозначения для некоторых приборов вам представлены. Сначала плюсовую клемму источника соединяем с лампой, затем лампу с ключом и ключ с минусовой клеммой источника.